Здравствуйте, меня зовут Олесова Аэлита. Меня Кудрин Арсан. Мы ученики 5 А класса МОБУ СОЖ номер 31. Наша тема – изучение способов и особенностей строительства, жилища и хозяйственных построек наших предков. Актуальность. Мы считаем, что знать историю народа его быть необходимо, так как это часть истории, которую нельзя забывать. Проблема заключается в том, что в наше время школьники плохо знают про быт жилища своих предков, поэтому мы решили провести исследовательскую работу по данной теме. Цель – изучение способов и особенностей строительства, жилища и хозяйственных построек народа Саха. Задачи – собрать материал, изучить особенности и способы строительства, провести анкетирование, поработать над созданием макета, составить словарь, разработать электронные пособия, сделать выводы. Гипотеза. Если учащиеся узнают подробно о том, что жилища народа Саха были идеально приспособлены к нашему климату, что наши предки смогли создать уникальные постройки, то они заинтересуются бытом и традициями предков. Чтобы выявить знания наших одноклассников, мы провели тестирование. В тестировании приняли участие 32 ученика. Тут есть ответы. Из ответов учащихся видно, что многие ребята не знают про жилище наших предков. Значит, наш исследовательский проект может помочь учащимся познакомиться с жилищем и постройками народа Саха. С целью ознакомления и изучения жилища народа Саха мы провели свою экспедицию, посетили музей Ярославского, изучили постройки местности Исхатын, изучили и обсудили каждую деталь макета мастера-ювелира Николая Макарова «Якутская усадьба». Вот как вы видите, таблица «Способы и особенности строительства». Изучив, из чего и как строили балаган, мы заметили следующие особенности. Стены балагана обязательно были наклонны для того, чтобы сохранить тепло. И самое интересное, мы узнали, что наши предки строили без единого гвоздя. Так как в Якутии в году примерно 207 ясных солнечных дней, то накопленные стены балагана могли играть роль солнечных батарей. Вывод. Изучив особенности строения балагана, мы сделали вывод, что у народа Саха была уникальная технология устройства жилища. А дальше изучили хозяйственные постройки народа Саха: хотон, хоспох, многоугольные срубы поварня-бабарыня, четырехугольный срубный дом ампар, летник пулус и погреб амгучах, изгородь кюре. Чтобы наглядно представить учащимся балаган и хозяйственные постройки, мы решили создать свой мини-макет якутской усадьбы. Сначала приобрели все необходимые материалы: деревянные палочки разной толщины, щепки, фетр, искусственный мех и клей-пистолет. Затем начали с основания фанеры, приклеили на основание искусственный мех, подготовили каркас балагана из палочек и стены, сверху застелили фетр и покрыли щепкой, сделали изгородь и хозяйственные постройки, и наш мини-макет якутской усадьбы готов. Чтобы помочь учащимся познакомиться с названием построек наших предков, мы составили словарь терминов. В словаре есть картинки, названия и определения на двух языках – на русском и на якутском. В электронное пособие включили практическую часть нашей исследовательской работы: изображение и название жилища и всех хозяйственных построек якутской усадьбы. Я хочу вам показать, как работает наше электронное пособие. После того, как откроете пособие, нажимаете на цифры рядом с той постройкой, о которой хотите узнать. Тогда вас через гиперссылку перенесет сразу на страницу с подробной информацией о постройках. Для того, чтобы закрепить знания наших одноклассников, мы провели классный час. Наша работа заинтересовала ребят. В конце классного часа мы дали ребятам отгадать кроссворд, который мы составили сами. Вывод. Из ответов одноклассников видно, что наш исследовательский проект ознакомления с нашим макетом, буклетом и электронным пособием помогли им расширить свои знания о жилищах и разные постройки наших предков.
В заключение мы пришли к выводу, что через жилища и постройки наших предков можно определить умение народа Саха приспособиться к суровым условиям северной природы, охарактеризовать их вдумчивость, расчетливость и их смекалистый ум. Эти качества позволили народу Саха не только выжить в суровых условиях самого холодного региона планеты Земля, но и увеличить свою численность. Отдельные слова, термины, жилищ и построек наших предков забываются, словарный запас современных детей объединяется, они отходят от родной культуры и традиций. Мы надеемся, что наш макет якутской усадьбы, словарь и электронное пособие будут помощником на уроках культуры и якутской литературы, помогут современным детям не забывать о культуре жизни и быте своих предков. Спасибо за внимание!